Садитесь, садитесь. Да возвеличит вас Аллах. Садитесь. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья по вере, пусть Аллах смоет ваши грехи за каждый шаг, что сделан вами по пути сюда, наградит дворцами рая и примет ваш зиарат. И да будет предписано Всевышним, чтобы мы и в будущем вот так же в радости собирались. И пусть не наступит день печальнее, чем этот. Когда Адама, алейхиссалам, вывели из рая, наверняка ему было очень тяжело. Тем не менее, он не пропал. Его сделали отцом всего человечества, он остался пророком, и достоинство его не убавилось от того, что утратил рай. Нам всем также известна история пророка Хизри, алейхиссалам, как он убил маленького мальчика. Вы обратите внимание на те многочисленные мудрости, что сокрыты в этом поступке. Убитый мальчик был единственным сыном своих родителей, к тому же внешне очень красивым, и родители сильно дорожили им, но ему было суждено стать заблудшим. Когда спор с Мусой об этом слишком затянулся, разозлившись, Хизри показал Мусе лопатку убитого мальчика. Мол, посмотри, что здесь. Там была надпись «Кафир навечно». Так если бы этот ребенок вырос, что бы он творил на свете? Сделал бы что-либо хорошее? Ведь ему суждено стать заблудшим. Из-за сильной привязанности к нему родители тоже согласились бы с этим, хотя они были очень верующими людьми, но из-за любви к неверному сыну они тоже попали бы в ад, став на его путь. Но Аллах все устроил лучшим образом. И для мальчика тоже хорошо, поскольку он умер незрелым ребенком, а для детей на том свете мучений не бывает. Его забрали из этого мира до зрелости, и это для него благо. Кроме того, Всевышний спас его родителей от неверия, в которое они могли бы попасть. Затем у этих людей родилась баракатная дочь, и говорят, что из ее потомства вышло 70 пророков. Видите, сколько мудрости оказалось в этом. Также мы знаем историю Якуба и Юсуфа. Юсуф, он пророк, и мы знаем, как родные братья коварно поступили с ним, бросив его в колодец, как его достали оттуда, и он был продан в рабство, как, будучи рабом, попал в тюрьму, а, выйдя из тюрьмы, стал царем. Мало ли мудрости в этом. В делах Аллаха много мудростей, которых мы не знаем. Все это я рассказываю для того, чтобы разъяснить вам ситуацию с Арслан-Али, который сидит здесь. Из этих моих уст исходило ему разрешение учить людей тарикату. Этими же устами пришлось его и забрать. Но я лишь посредник, вы должны это понять. Я не делаю так по своему желанию, и в этом, как мы говорим, есть скрытый смысл и великая мудрость. Аллах не делает для своего слуги ничего, кроме лучшего. Но мы любим лишь то лучшее, что явно видим, а Всевышний делает то, в чем кроется скрытая польза. Часто именно в том, что нам не нравится, сокрыто великое благо для нас. Об этом сказано в Коране и в хадисах. Поэтому в том, что случилось с Арслан-Али, есть много мудрости, и никому не позволено обсуждать это. Я и сам не понимаю глубины этой мудрости, только Аллаху ведомо, в чем тут смысл. Но я вам говорю, аварцам, кумыкам, всем без разницы. Этот человек, он и алим. Вы должны уважать его как алима. Он и большой мюрид. Я его и уважаю, не ущемляю и не оттолкнул. Это то, что я хочу вам сказать. Нужно понимать, что спорящий по этому поводу спорит не со мной, а с решением Аллаха. Может ли человек выиграть, споря с Аллахом? Допустимо ли так поступать?
Я верю в Аллаха, Его ангелов, Его книги, в Его посланников, в судный день и предопределение судьбы, хорошее оно или плохое. Куда же это бросишь? Что будет с верующим, если не смириться с этим? Сейчас такое время, когда языки толкают людей в ад. Ведь человек лишь человек. Когда твердят одно и то же, ему это кажется правдой. Но вы не упрекайте этого человека, цените его и не клевещите между собой. Что бы о нем ни говорили, я его не брошу. Он мой человек. Конечно, если он сам захочет, но я знаю, он этого не оставит. Поэтому пусть Аллах поможет вам всем сохранить справедливость. Если наши дела будут чистыми, все будет хорошо. Все зависит от нас. В ночь Мираджа пророк, саллаллаху алейхи вассалам, обратился с просьбой к ангелу Джибрилю, алейхиссалам. В Коране есть аят про один род из общины пророка Мусы, алейхиссалам. Этот род до сих пор держится правильного пути и других наставляет на истинный путь. Алимы, наверное, тоже знают об этом. И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал ангелу Джибрилю, что хотел бы увидеть ту общину. Людей, о которых сказано в этом аяте, хотел бы увидеть, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Ангел ответил, что до этих людей надо идти 7 лет, и обратно тоже 7. То есть это очень далеко. Джибриль сказал, ты проси Аллаха, может, получишь возможность увидеть их. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, просил, а Джибриль говорил амин, и Всевышний принял их мольбы. Той же ночью они отправились к заветной общине. А где же жили эти люди? У них такая история. После того, как пророк Муса и его брат Юша покинули этот мир, среди сынов Израиля началась смута. Они отступили от Торы, исказили ее и даже стали убивать пророков. Община иудеев состояла из 12 родов. Один из них сохранил чистоту, и праведники просили: «О Аллах, отдали нас от нечестивцев», потому что сами они были чисты. Приняв их мольбу, Аллах отдалил их аж дальше Китая. Как же они дошли туда? Всевышний создал для них туннель и повел праведников по этому туннелю. Временами, по воле Аллаха, там появлялся свет, и они считали это время днем. Когда свет угасал и воцарялся мрак, люди отдыхали, считая это ночью. Всевышний дал им пропитание, своей волей кормил и поил их всю дорогу. И таким образом праведная община 1,5 года шла по чудесному тоннелю. В итоге они вышли на свет и там нашли землю с хорошим мягким климатом. Люди решили обосноваться на этом благодатном месте. Говорят, оно находится дальше Китая, в сторону восхода солнца. Перед ним пролегает глубокое ущелье, через которое течет река из мелкого щебня. Щебень движется, как вода, и человек не может там пройти. Есть разные версии нашей истории, это изложено в книге Рухуль Баян. Других говорят, что та река из меда, перемешанного с воском, и человек ее не в силах преодолеть. Так Всевышний бережет ту общину. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, прибыл туда верхом на бураке и поприветствовал жителей благодатной страны. Ответив на приветствие, они спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Я пророк, не умеющий читать и писать». Люди сказали: «Ты тот самый Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, о котором пророк Муса говорил нашим предкам и завещал: кто из вас увидит его, передайте от меня салам». «Да, это я», — сказал пророк. «Ну так прими салам от Мусы». И таким образом община Мусы передала его салам. Затем они спросили: «Кто рядом с тобой?» «Разве вы его видите?» — удивился пророк. «Видим», — ответили они. «Это ангел Джибриль», — сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалам, и стал расспрашивать об их жизни. Во-первых, его заинтересовали дома этого города. Они были одинаковы, и казалось, что у них одна кровля, поскольку все дома были равны по высоте. «Каков смысл этого?» — спросил пророк, саллаллаху алейхи вассалам.
Смысл в том, чтобы один не считал себя выше другого. Кроме того, если дома будут разной высоты, то более высокие станут загораживать низкие, мешая доступу ветра и солнца. Перед каждым домом у них были могилы усопших родственников. «Почему не хороните покойных на отдельном кладбище?» — спросили их. «Чтобы, входя в дом и выходя из него, вспоминать о смерти», — ответили люди. Затем пророк увидел радостных людей и спросил о причине их радости. «У них умер родственник», — сказали люди. «Да разве смерть — это радость?» Радость в том, что покойный умер в исламе. Они благодарят за это Аллаха, потому и радуются. Дальше увидели печальных людей. На вопрос, что случилось, люди ответили, что у них родился ребенок. «Разве нужно печалиться, когда родится ребенок?» — спросил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Они огорчены, поскольку не знают, каким будет его итог. В исламе он умрет или нет. Забота об этом заставляет их печалиться, ведь неизвестно, каким он станет и кем умрет. Дикие животные спокойно разгуливали по улицам. «Вы так с ними и живете?» — спросили людей. «Да», — сказали они, — «мы им не вредим, и они нам не вредят. Так и живем». В том городе не было ни судьи, ни правителя. «Как вы обходитесь без правителей и судей?» — спросил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Мы не нуждаемся ни в тех, ни в других. Если между людьми возникает спор, они сами по-мирному договариваются, и судья им не нужен. Ведь правители и судьи нужны для поддержания порядка, а мы сами поддерживаем порядок между собой, и они нам не нужны», — сказали люди. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел пустой рынок, где нет ни продавцов, ни покупателей. На вопрос, почему рынок пуст, люди ответили: «Рынок пуст, поскольку мы в нем не нуждаемся. Мы все сообща сеем, сообща собираем урожай, то, что собрано, храним в одном месте. Каждый, кто в чем-то нуждается, берет оттуда и пользуется. В наших домах нет кладовых, и нам нет нужды что-то покупать или продавать». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, случается ли у вас прелюбодеяние. Люди растерялись от этого вопроса. Разве может такое быть среди мусульман? Ведь это навлечет гнев Аллаха, и Он обрушит на нас град из камней. На вопрос о болезнях люди отвечали: «Мы не болеем. Болезни присущи твоей умме, поскольку твоя умма грешит, и чтобы смыть эти грехи, Аллах посылает им болезни. Мы не грешим, Аллах не шлет нам болезни, поэтому и не болеем». Там было еще